Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Государственная независимость Республики Таджикистан, экономический прогресс и технологический прорыв, реализация стратегических проектов и целей. Независимость – это бесценное и великое достояние народа Таджикистана. В последние годы дорожно-транспортная сфера развивается устойчиво и планомерно, в результате чего правительство Республики Таджикистан добилось одной из стратегических целей, то есть вывода страны из коммуникационного тупика. С этой целью в годы независимости в транспортной сфере страны были осуществлены 53 государственных инвестиционных проекта, были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 километров международных автомагистралей. Проделанные работы в этой сфере создали условия для того, чтобы позиция Таджикистана в мировом рейтинге качества дорог, который ежегодно проводится международным исследованием «Отчет о глобальной конкурентоспособности», в течение 2 последних лет улучшилась на 20 ступеней. В ближайшие годы в стране запланировано строительство и сдача в эксплуатацию еще более 1500 километров международных дорог. В эти дни в транспортной сфере продолжается реализация 15 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов сомони. И в 2021 году завершится реализация 4 государственных инвестиционных проектов. Для строительства и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры, создания транзитных транспортных коридоров в 2021 году начнется реализация еще 10 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов сомони. В период независимости страны создано 5 автомобильных тоннелей, общая протяженность которых составляет свыше 18 километров. Все они были построены в последние 2 десятилетия. На их возведение в целом было потрачено более 250 миллионов долларов. 3 тоннеля проложены на автодороге, которая связывает Душанбе с северной частью страны с Агдейской областью. Еще 2 на дороге Душанбе-Куляб. Эти подземные коридоры, проходящие под высокогорными перевалами, значительно сократили протяженность автотрасс и время в пути. Еще несколько тоннелей планируется построить на автодороге Карлайхум-Хорог на территории Горно-Бадахшанской автономной области при реконструкции отдельных ее участков. Карим Хайдар, Рану Азизи, новости. В стране продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19 среди людей старше 18 лет. Вакцины, которые в настоящее время вводятся населению в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, городских и районных медицинских центрах, безопасны и эффективны. Соблюдение личной гигиены и вакцинация – единственный способ предотвращения распространения COVID-19. С целью исполнения решения Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Республике Таджикистан по вакцинации граждан и в соответствии с предусмотренным планом во всех регионах страны проводится кампания иммунизации против коронавируса. Во всех городских и районных поликлиниках круглосуточно работают центры вакцинации. Кроме того, мобильные бригады проводят вакцинацию населения на дому. Как показывает наблюдение, сегодня жители страны с высоким чувством ответственности за свое здоровье и здоровье близких обращаются в местные медицинские учреждения и проходят вакцинацию от этого заболевания. Но есть и те, кто отказывается от вакцинации из-за необоснованных и ложных слухов. Следует отметить, что в соответствии с решением Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Республике Таджикистан, опубликованным 3 июля, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Людям, которые не были вакцинированы против коронавируса, следует проконсультироваться с семейным врачом или обратиться в местное медицинское учреждение. Вакцина гражданам страны предоставляется на бесплатной основе. На настоящий момент в Республике Таджикистан от коронавируса COVID-19 вакцинированы более 1,5 миллиона человек и более 130 тысяч граждан страны получили 2-ю дозу вакцины. Зумрат Файзиева, Бахудур Хасанзода. Новости.
13 августа в Национальном музее Таджикистана открылась научно-теоретическая выставка и конференция «Национальная одежда. Память от предков», посвященная 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан и провозглашению 2019-2021 годов годами развития села туризма и народных ремесел. Выставка продлится до 1 сентября. 13 августа в Национальном музее Таджикистана открылась научно-теоретическая выставка и конференция «Национальная одежда. Память предков», посвященная 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан и провозглашению 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. Данная выставка продлится до 1 сентября. На открытии выставки приняли участие руководство и коллектив Национального музея Таджикистана, ответственные лица Министерства культуры, комитетов по развитию туризма, по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, представители Парижского музея ГИМЭ, Национальной академии наук Таджикистана, Таджикского национального университета, Таджикского государственного института изобразительных искусств и дизайна, Музея этнографии НАН и другие ученые и исследователи. На научно-теоретической конференции широкий круг ученых, историков и исследователей выступил с научными докладами об истории, происхождении, формировании и особенностях национальной одежды. Коллекция Национального музея Таджикистана включает более 600 различных элементов таджикской национальной одежды, таких как платья, чакан, атлас, адрас, шаровары, платки, пояса, головные уборы, тюбетейки, кожаная и деревянная обувь, мягкие сапожки, женские национальные украшения, такие как кольца, браслеты, ожерелья, серьги и короны, отражающие историю, культуру, обычаи и народные промыслы предков таджиков. Таджики на протяжении всей истории человеческой цивилизации были представлены как культурная нация, богатая литературой, обычаями, традициями и, конечно, национальной одеждой, которая олицетворяет национальную культуру и самобытность таджикского народа. Зумрат Файзиева, Бахудур Хасанзуда. Новости. Удивительных животных яков природа наделила всем необходимым для жизни в суровых условиях. Высокогорье, густой мех, длинные рога, иногда до полуметра, крепкие ноги и копыта. Яки дают отличное молоко, мясо и шерсть, не требуя сложного ухода. В горах Памира обитает необычное животное, дающее и молочные продукты, и мясо, и шерсть, и представляющее собой единственное животное, пригодное для езды и перевозки тяжестей в суровых условиях высокогорья. Это як. Яки вполне нормально чувствуют себя на высотах около 3000 метров. Они спокойно ходят по крутым склонам, словно не подчиняясь гравитации. Разведение яков – весьма выгодное и рентабельное дело. Специальных помещений для содержания и особого ухода. Яководство на Восточном Памире является дополнительным источником производства дешевого, экологически чистого мяса, молока и шерсти. Яководство – это безотходная отрасль. Мясо, молоко, масло являются ценными пищевыми продуктами. Кожа, шерсть используются для изготовления одежды и предметов быта. Из костей местные жители изготавливают седла, сувениры, из сухожилий варят уникальный клей. Кровь, внутренние органы, рога, копыта являются ценнейшим сырьем, которое можно использовать в фармакологической промышленности при изготовлении высокоэффективных лекарственных препаратов. Ячатина – мясо диетическое. Гурманы ценят его гораздо больше, чем самую нежную говядину. Мясо яка, как утверждают специалисты, намного полезнее и вкуснее. Преимуществом мяса яка также является его экологичность, экзотичность, эксклюзивность, применение для профилактического питания. Ячье молоко при жирности от 6 до 12% содержит значительно большее количество белка и сахара, чем коровье молоко. Туша у яков достигает 300 килограммов. Яки – животные неприхотливые. Для них не нужно специально заготавливать корма и содержать в холода в утепленных стойлах. Это еще одно преимущество этого удивительного животного. Зумрат Файзиева, Бахудур Хасанзуда. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.